Но нам жилье никто не даст. Эти дома, знаешь, надо бросать. Раз бросим, их подорвут и все. Сеть Так. это сетями. Второй же вопрос, это самое главное, это ЦТП. Это уже сети. Нет, Это все называется сеть. нет, это все сети. А сети трубы можно найти, можно. Полумеры. Проложить трассу, у вас тепла ж не будет все равно, понимаете? Тепла не будет. Надо ЦТП. А ЦТП, вы кто если представляете, что такое ЦТП, понимаете? Начинку ее, понимаете? Возьмите насосы, их нету. Задвижки нету, понимаете? Водопогревателей нету, понимаете? Это надо уже, и на 92-й год мы опоздали заказать ее, понимаете, в конце концов. Вот. Вообще все дома, которые здесь находятся на Новостроевской улице, строились сельхозспособом или за счет средств предприятий. То есть дом по Новостроевской 5 за счет средств автоуправления Кутугаль, бывшего, которое на сегодняшний день расформировано. Эти дома строили организации, в которых люди работают. И было раньше решение горсовета о застройке микрорайона, индивидуальной застройки. Сегодня, на сегодняшний день весь этот микрорайон остался без воды холодной, без воды горячей, без отопления и без энергии. Все подключено по временной схеме. По окончании отопительного сезона нам отрезали и холодную, и горячую воду, и отопление. Осталось только по временной схеме энергоснабжения. И то на сегодняшний день, если уйдут организации, строительные организации, которые строят дом, пятиэтажный вот здесь сзади, то мы можем остаться и без энергии, плюс ко всему. От кого зависит? Все это зависит по информации Олега Загановича. Решение было на уровне министерства, и все упирается на сегодняшний день комбинат Якутуглестрой, который не хочет вообще никакого решения принимать и принимать участие в строительстве инженерных сетей. То есть теплосети, канализация, вода холодная, горячая и энергия. Сколько здесь человек уже проживает реально в построенных домах? Реально, значит, ну этих двухквартирные дома, коттеджи, одноэтажные это 3, и здесь 3, 6. В этом доме по номер 5 здесь 16 семей. Это будет уже 22, потом в конце улицы. В конце улицы там еще идет застройка индивидуальных домов. В ту сторону идет застройка индивидуальных домов. Ну и на сегодняшний день результат вот этой всей бесхозяйственности весь налицо. Если снимать его, то все будет видно. И горисполком самое, что не удивляет, наверное, удовлетворяет, наверное, нас, что горисполком занимает позицию сторонников наших, а комбинат Якутуглестрой совершенно игнорирует всех жильцов по этой улице. Ну, сейчас спросим у комбината Якутуглестроя. Иван Андреевич, можно поближе, а то мы привязаны тут. Что случилось? В чем проблема-то? Почему так народ у нас злой на комбинат? Ну, он, наверное, не злой на комбинат, во-первых. Я уже повторял, значит, первое, значит, у нас в плане в этом году нету. Второе, значит, даже будет в плане, говорится, мы не в состоянии сегодня уже сделать. По двум причинам. Первая причина, главная причина отсутствия материальных ресурсов. Министерство, там письмо есть, замминистра, дескать, выделено. У нас сегодня, по сути дела, обрезали полностью материальные ресурсы. Все, это раз. И второе, у нас для того, чтобы на следующий год сохранить коллектив, 15 тысяч человек, это, я считаю, главный вопрос. А сегодня все квартала, наши новые квартала К, М, Н, они застроены. Мы должны 1 января выйти, уже даже в декабре месяце выйти в квартал Р и квартал И. А без инженерных сетей, значит, не сделав это, значит, стройка может заглохнуть, понимаете, ДСК может остановиться. И в связи с этим, понимаете, у нас просто сегодня даже и людей уже не хватает, дай бог, там 13 миллионов надо освоить. Поэтому такой у нас, понимаете, мы считаем объективно, так сказать, понимаете, что мы не можем сделать сегодня уже, не можем. Время упущено.
Получается. Алекс Заганович, кто принимал решение о строительстве вот этого поселка? В 1988 году решением исполкома горсовета решение принято было это. Все так удачно начиналось, и вдруг так это резкие тормоза. Почему это произошло? Кто-то планировал же это, наверное, или это само собой получилось? Тогда на уровне, значит, 3 министерств, 3 ведомств было решено так. Ну, городской совет, в то время горисполком, значит, Минуглепром и Минэнерго СССР. Было подписано совместный документ о том, что приступает к строительству этого микрорайона. Минуглепром строит теплотрассы, канализацию, водопровод, а Минэнерго электрические сети. А потом Минэнерго отказалась от своих функций, потому что у них здесь ни одного человека нет. Минуглепром на протяжении 3 лет уже включает в план по 1 миллиону рублей на строительство инженерных сетей в этом микрорайоне. Но комбинат их не делает. В 90-м году ссылались на отсутствие ресурсов и так далее, и так далее. Мы вот путем депутатских запросов бумагу такую получили от товарища Коркина, первого заместителя министра угольной промышленности, о том, что, значит, средства выделены, в том числе, я вам зачитаю, 90 тонн нефтепроводных, 20 литров водогазопроводных и 2 километра тонкостенных электросварных труб. Этого достаточно? На этот год достаточно. Достаточно, чтобы то, что есть, подключить. И товарищ Коркин написал Захарову Стерлину: прошу принять меры по обеспечению в 1991 году выполнения необходимых объемов работ по инженерным сооружениям для подключения к инженерным сетям первоочередных объектов строительства микрорайонной индивидуальной застройки в городе Нерюнгри. Но после этой бумаги, значит, опять выяснилось то, что, значит, теперь комбинат просто говорит, что это бумага, мы делать опять ничего не будем. Какой видится выход? Людям зимовать здесь? Выход такой, что надо, чтобы комбинат брал объект в план. Но комбинат говорит, время ушло. Нет возможности. Ну, это же такое дело. В прошлом году, значит, было время, тоже не брали. Значит, мы сейчас как вот здесь на этом сходе, значит, решили? Вы избрали уличный комитет, так назвали его, да? Ну, пусть будет так. Уличный комитет. И мы разделим задачу вот этой работы уличного комитета, чтобы мы перезимовали в этом году, чтобы люди зимовали достойно, чтобы была вода, канализация и отопление. И вторая задача — это включить все-таки работы в план. Да, действительно, это непростая работа. Тут на 10 миллионов надо выполнить сетей и дорог. Но комбинат должен эти работы взять в план, а мы всем миром, те, которые здесь строятся, в том числе и городской совет, обеспечат ресурсами, техникой, людьми в конечном итоге. И это эти сети строить. Другого выхода нет. Конечно, решение было принято по тем временам неправильное. Что строить здесь вот индивидуальные дома, не обеспечив инженерными сетями. Людей просто обманули. Сказали, что квадратный метр будет стоить 500 рублей. А когда сейчас 10 миллионов разделить на эту площадь, то получится, что этот дом в 2-3 раза дороже, чем дом, который строится там. Хочется узнать, кто обманул. Мы так говорим абстрактно. Людей обманули, людей загнали в неподготовленное жилье. Кто? Вот от этого сейчас будет легче, если я назову какие-то фамилии. Я сейчас обязан это дело раскрутить. Такое же должен решение принять и комбинат. Есть правопреемственность. Мы загнали людей в тупик, нам мира это дело расшивать. А то, что я назову фамилии тех людей, которые руководили городом, ну вот этого никому не будет. Поэтому, я думаю, ситуация не тупиковая, будем эти вопросы решать.